Время не иллюзия и не фикция. Время существует объективно. Тот раз Лолаев. Время. Мы ориентируемся на него. Когда просыпаемся, идем на работу, едим, ложимся спать. Однако, как оказалось, до сих пор лучшие умы мира не могут объяснить, что представляет собой этот феномен. Загадка времени фактически заставила некоторых философов и ученых переосмыслить всю модель нашей Вселенной. Проблемой времени, одной из самых загадочных и сложных составляющих мироздания герой нашего фильма, доктор философских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук Тотрас Петрович Лолаев заинтересовался еще в детстве. Впоследствии 73 года жизни ученого из 85 посвящены этому сложному понятию. Если ты будешь любознательным, то будешь многознающим. Сократ. Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена в них от рождения. Они обладают огромной побудительной силой. Любознательность и интерес заставляют детей стремиться к познанию, искать способы удовлетворения жажды знаний. Юный Тотрас, ученик средней школы номер 2 города Дигара, уже в 12 лет начал увлекаться серьезными научными вопросами. Уже в 6 классе, когда я был, в прятки в этом возрасте, наверное, еще можно играть. Мы с соседским мальчишкой, который постарше меня был, и оказались вдвоем. И вот пока нас искали, по-моему, он мне успел рассказать, что он физик, рассказал им про теорию относительности и про Эйнштейна, а главное о времени. И вот то, что он запомнил, он мне пересказал. Я, естественно, наверное, внимательно слушал, коль скоро на всю жизнь увлекся, заболел этой проблемой. Я уже на второй день искал что-то, какие-то книги, чтобы почитать об этом. Математика, физика, все это меня интересовало уже в начальных классах. Много читал, очень много. Я успевал все свои и уроки, и на улице поиграть, и это все прочитать, но иногда за счет сна. Я помню 600 или около 700 страниц о Карбышеве книга, я ее вот сегодня взял, но было много это что. И всю ночь читал, не спал совсем и пошел в школу на урок. Вот до такой степени, может быть, это и было нехорошо, но... Мы жили на одной улице, и маленький Тотрас везде с нами бывал, даже когда ходили в соседнее село рыбу ловить в реке Дурдур. Еще срывали акацию и кушали ее, а он разглядывал дерево и говорил, что листья разговаривают между собой. Очень умный был, уже тогда, все понимал. Прилежный, отличник в учебе был. Его уважали и преподаватели, и друзья одновременно. Он как будто был уже учителем, как будто уже работал. Он многие задачи решал. Учитель, когда выводил задачи на доске, то учитель пишет, а он уже ответы говорит.
Вот такой он способный был тот раз. Кибизов Владимир организовал в школе кабинет физики. И вот в этом кабинете они долго оставались после занятий и проводили и опыты, и все это. Кибизов настолько умел преподнести материал, а физика, мы знаем, сложнейшая дисциплина. А это как раз то, что потом это мне нужно было. Я же интересовался, кроме всего, физическими проблемами. Время в физике и в философии, как известно, это одно из важнейших понятий. Мы находимся в Дигаре, в гостеприимной семье Лулаевых. Это тут только 1/10 часть библиотеки, уникальной библиотеки семьи, где 5 ученых, да? 5 ученых да. вышло из семьи Лулаевых. Так Это что, портрет отца, да, он это тоже, дядя, да. а это вот дедушка ваш. А это дедушка. Он был директором поземельного банка. Такой банк создали. Это бабушка. Бабушка, которую я за мать считал. Учителя были, да, родители? Да, здесь тот разу, тогда он поступил в вуз, а я его уже закончил. Он на 4 года моложе меня в тот раз. А здесь вот родители, да? Да. Батрас интересно. Петрович, удивительно. Обычно, когда в семье мальчики, как правило, больше на улице играют, да? А вы, оба брата, были читающие. И с детства сколько книг вы перечитали? Начинали с одного конца, и если один стеллаж заканчивался, мы переходили к другому стеллажу. Я, поскольку был старше, он, конечно, все время хотел быть со мной на равных. Его интерес начал глубже и дальше развиваться. Он это искал уже, сейчас и телевидение, и все есть, а тогда только книги. У нас на стене висела политическая карта мира. И ему было 4 года, и он ползал. Он еще все буквы не знал, и он изучил все государства. Вот ему говорят, такое-то государство, любое, вот, и он показывает, поворачивался спиной и уже так стал показывать, где эти столицы и где эти государства. Будущий ученый искал литературу, посещал библиотеку, покупал книги, в которых говорилось о времени, об Эйнштейне и его теории относительности. Однажды 16-летний тот раз написал академику Академии наук Советского Союза Отто Юльевичу Шмидту письмо, в котором критиковал теорию происхождения Солнечной системы английского ученого Джеймса Джинса. Когда Шмидт почитал, он больной был и поручил Русакову. Русаков, это его помощник, тоже в этой области был специалистом, и этот Русаков дал ответ. Этот ответ еще в тот раз хранится, и написано, что Джедиса критикуют и другие ученые его систему мироздания. Но он смеялся в тот раз из-за чего. И другие ученые написано, другие. Вот. Он же был мальчишка, 10 класс, а уже другие ученые. Вот он замахивался и сейчас продолжает. Время – драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать умнее, лучше, зрелее и совершеннее. Томас Манн.
Молодой тот раз мечтал поступить на философский или физический факультет Московского государственного университета, но по семейным обстоятельствам он не смог уехать так далеко от родного дома. И тогда он поступил на историко-филологический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета. Несмотря на это, свои любимые предметы физику и математику студент Лулаев продолжал самостоятельно изучать. Мы росли без отца, мать и бабушка. Больше никого не было в семье, кроме нас с братом. И мать сказала, говорит, может, так далеко не поедешь. Мне этих слов было достаточно, потому что мать для меня была святой, и каждое ее слово или бабушка, если бы сказала что-то аналогичное, я бы так же поступил. Потому что любовь к матери, отношение к матери, бабушке, вот это для меня было важнее, чем любая карьера. Хотя я о карьере никогда не думал, но в науке я хотел достичь какого-то потолка. После занятий студент Лулаев бежал и занимал место в читальном зале. Брал книги по истории, философии, математике, физике. Сотрудники библиотеки настолько привыкли к нему, что оставляли ему ключ, и он задерживался до полуночи. Ну, в основном я занимался в читальном зале. Дядчук был студент-отличник на физмате, ведет записи лекций и на семинарах, о чем они говорили, все, и мне передает. Я читаю, изучаю и возвращаю на следующий день. Как-то вот сижу на истории древнего мира, и я, да еще за первой партой, и занимался высшей математикой. А он заметил и говорит, Лулаев, вы на физмате или на истфаке, чем вы занимаетесь? Настолько он себя показал, что преподаватели с ним начали на равных разговаривать. Его оставляли, если кому-то куда-то надо уйти, его оставляли со студентами, и он им рассказывал. И когда преподаватель проходил, то студенты уже не могли оторваться и вот так внимательно слушали его. После окончания Кабардино-Балкарского государственного университета последовала учеба в аспирантуре и защита кандидатской диссертации в Московском государственном университете. На начальном этапе своей научной деятельности молодой ученый занимался вопросами отечественной истории, государства и права, затем увлекся философией. Ну, наверное, то, что начинающим не дают расти, как им бы хотелось, наверное, в этом что-то и положительное есть. Мои статьи первые, которые я пытался опубликовать в журналах, мне их возвращали, и с отрицательным рецензией, во всяком случае, не принимали публикации. Мне из редакции написали, если вы нам представите рецензию специалиста, известного специалиста по этой проблеме, то мы опубликуем вашу статью. А таким специалистом я зачитывался его книгами и статьями Молчанов Юрий Борисович. И я поехал в Москву, пришел на сектор физики Института философии и наук, Академии наук. И он мне назначил время, и через какое-то время я пришел, и он дал мне рецензию, хорошую рецензию. Мне неудобно говорить, потому что это была очень хорошая рецензия. Есть философы, у которых в кармане диплом о завершении учебы. Философа Лулаева отличает ураганная мощь мысли, скрупулезность микрохирурга, неохватные пласты осознанного опыта и, конечно же, таланты провидца. Все это вкупе превращает его из потребителя знаний в генератор знаний, в их источник, достаточно щедрый, чтобы быть содержательным и полезным на любой другой ниве, требующий жесткой математической конкретики и ортодоксальных абстракций. Герман Гудиев. Более полувека Тотрас Петрович Лулаев работал в Северо-Остинском государственном университете.
За это время он прошел путь от начинающего ассистента до маститого профессора. С 1993 по 2012 годы Тотрас Петрович Лулаев руководил кафедрой философии Северо-Остинского государственного университета. Среди сотен его учеников – учителя, преподаватели вузов, кандидаты и доктора наук. Тотрас Петрович является уникальным человеком, хотя о наших современниках опять-таки не принято говорить, вот, что они уникальные, что они талантливые, что они выдающиеся, но все эти эпитеты, как ни странно, целиком и полностью подходят к Тотрасу Петровичу. Помню Тотраса Петровича, будучи студентом исторического факультета Северо-Остинского госуниверситета, когда он, молодой тогда еще преподаватель, у нас вел семинарские занятия вслед за профессором Тотоевым Михаилом Сасламбековичем. Запомнился он мне исключительно порядочным и очень толковым, очень знающим молодым историком. Я уже давно закончил университет, факультет физики. Мне повезло больше всех в том смысле, что у нас здесь рядом, в нашем университете, работал и работает такой, я бы даже не назвал корифей науки, это тоже недостаточно. Нет пророка в своем Отечестве, а его никогда не будет и не бывало раньше, потому что пророки всегда говорят то, что сегодняшним никогда не понятно. Они говорят то, что будет, и то, что должно быть. Но на данном этапе это невозможно в силу того, что развитие науки, понимание процессов социальных, физических на этом уровне обществом невоспринимаемы. Семинарское занятие, которое проводил Тотрас Петрович, мы все очень ожидали, с нетерпением ожидали. А некоторые наши девочки даже питали чувство симпатии к молодому тогда еще педагогу по фамилии Лулаев Тотрас Петрович. Так случилось, что я работал в одно время в комсомоле, был секретарем Дегорского райкома комсомола. Моя супруга была завотделом городского комитета комсомола. Когда речь заходила о ней среди работников комсомола, обкома, райкома, горкома, все как один хорошо отзывались о ней, независимо друг от друга. В разных местах я слышал положительные, хорошие о ней отзывы. Когда я ее уже узнал, осознал сам, что она действительно человек весьма положительный. Ну, вскоре, буквально через месяц-полтора, мы уже сыграли свадьбу. Живем уже 62-й год. Вроде нам кажется мало, а на самом деле, по-моему, это большой срок. Главное сейчас в науке – переоткрытие понятия времени, выход его на первый план. Если ввести новое понятие времени в уравнение динамики, можно будет начать новый этап научно-технической революции. Илья Пригожин, лауреат Нобелевской премии. Проблемой времени ученые занимались с эпохи античности до наших дней, и все они по-разному понимали роль времени в жизни человека. Профессор Лулаев полностью окунулся в изучение областей науки, помогавших ему в раскрытии тайны времени. Аристотель настолько близок был к пониманию природы времени, я в своих статьях и книгах об этом пишу обстоятельно и основательно. Физика, особенно теоретическая,
из кризиса, в котором находится, она выйти не сможет. Об этом пишут Илья Пригожин, и Роджер Пенроуз, и Лиз Морин, и многие другие. Даже уже книги пишут о том, что пришел конец науки, что наука уже не может развиваться, потому что если фундаментальная наука, теория физики не развивается, не может развиваться, а не может развиваться из-за того, что в субъективном времени накопилось множество парадоксов, которые не дают развиваться физике. Тутрас Петрович поставил решение таких проблем, которые меняют всю физическую картину мира. Но они настолько серьезные, что физики самого переднего края, понимая, что без решения проблемы времени дальше двигаться физика не может, все равно не могут встать на эту сторону, потому что им тогда надо перечеркнуть все предыдущие достижения, гипотезы, всю парадигму. Даже не концепцию, парадигму, ту концепцию, которую предлагает Тутрас Петрович, она позволяет решить фундаментальные физические проблемы, проще говоря, построить теорию всего, которую хотят построить физики, и уже ведущие физики мира, например, Дэвид Гросс, американский физик, нобелевский лауреат, говорит, что мы дошли до предела, мы не можем дальше двигаться. Мы не можем дальше двигаться до тех пор, пока мы не решим проблему времени. И мы начинаем понимать, что время – это не фундаментальная величина. Время не определяет процессы. Процессы определяют время, потому что из наших экспериментов и теорий получается, что время – возникающая величина. То есть это то, о чем говорит в своей теории Тутрас Петрович. Едва ли найдется человек, который не знает о том, что все существует во времени и в пространстве. Каждый объект, каждый процесс, с моей точки зрения, существует в собственном времени, во времени, которое сам образует. Все концептуальные времена, они придуманы человеком. Время функциональной концепции – это единственная концепция, время которого не придумано, в данном случае мной автор. Оно возникает, существует в самой природе. Вот едет машина, и мы осознаем, что пока едет, время проходит. Но это время, придуманное человеком, проходит в нашем сознании только, наблюдатель только в его сознании. А функциональное время этой машины – это сама машина, как объект. Потому что в самой машине происходят качественные изменения, которые ведут к усталости так называемого металла. Он рассыпаться может, даже шины могут через 1000 лет в труху превратиться. Следовательно, время не бесконечное, как сказано в науке. Оно конечное, потому что время, объективное время образует только конкретные конечные объекты процесса. Часто один человек бывает более правым, чем все человечество. Именно такие люди, которые идут против устоявшихся взглядов, переворачивают весь мир и расширяют кругозор знаний. Эти слова принадлежат советскому ученому Владимиру Вернадскому и как никому подходят герою нашего фильма. Важным достижением профессора Тутраза Лулаева является разработка им принципиально новых концепций времени и пространства, формулировка и обоснование закона функционирования Вселенной, а также объяснение им причин самоорганизации материи. Он сделал мировое открытие в области философии. Сказать хорошее слово о большом ученом тоже дорогого стоит. Мою книгу прорецензировали, вот здесь написано, профессор Лебедев из Москвы и профессор Казарян тоже оттуда. 2 доктора философских наук
сделали положительные отзывы. Тотрас Петрович является примером для всех ученых, особенно молодых, чтобы притворить в жизнь то, что тебе дала природа, нужно обладать не только научными способностями, но и человеческими качествами. Он не только великий ученый, но и большой человек, доступный, умеющий слушать, умеющий понять, осмыслить и осознать сказанное тобой. Благодаря вот тому, что органичное соединение в своей творческой личности двух начал, человеческого и научного, они так органично соединились, что возвысили его личность. По теме «Функциональная концепция времени» в 1993 году в Московском государственном университете имени Ломоносова Тотрас Петрович Лулаев защитил докторскую диссертацию. Степень доктора философских наук по специальности «Философия естествознания и техники» была присуждена ученому единогласно. Идею назвать функциональной концепцию времени ученого принадлежит сыну Тотраза Петровича Алану Лулати, безвременно ушедшего из жизни в расцвете творческих сил. Учился в аспирантуре по философии науки. Он ее закончил, не успел только защититься, но публикации уже у него были, и хорошие отзывы были. Я писал, создавал великолепно, что это новая концепция, что это в принципе новая концепция, что аналогичной концепции пока в науке нет. Но вот как назвать, я не мог это, я затруднился. Я говорю, а вот у меня на языке крутится, как назвать свою концепцию. И он говорит, а чего над этим думать? Это функциональная концепция. Та концепция времени, которую предложил доктор философских наук профессор Лулаев, она, на мой взгляд, является принципиально новым словом для решения этой давней философской задачи. Видимо, он не вполне дооценен в нашем обществе. На мой взгляд, это крупный мыслитель. Мы со своей стороны постарались этот небольшой недостаток исправить. И у нас на юге Осетии, на кафедре философии Юго-Осетинского государственного университета организовали конференцию, посвященную его славному юбилею. Мы воспользовались случаем выхода в свет его монографии. Он сделал эту свою работу в соавторстве с нашим философом, кандидатом философских наук, заведующим кафедрой философии Габараевым Анатолием Дмитриевичем. Были соответствующие выступления, было сказано все, что полагается в таких случаях говорить юбиляру. И самое интересное, был очень серьезный обстоятельный разговор по той философской проблеме, которой Тотрас посвятил всю свою жизнь, о проблеме времени. Это очень интересная проблема. Последняя его книга, своего рода обобщающая работа, монография по проблематике времени, она мне очень понравилась. Понравилась, конечно, и чисто научным уровнем. Тотрас профессионал высокой руки. Но понравилась она и тем дерзновением философской мысли, которая характеризует, как это нетрудно понять, любого настоящего философа. Тотрас не боится высказываться по самым непростым, по самым неоднозначным, по самым глубоким вопросам этой проблематики. Наука, которая отказывается от философии, это как плохой ребенок, который отказывается от матери. Философия – это наука, которая направляет все остальные науки. Наука, в частности физика, своими методами не сможет решить эти вопросы, пока она не примет взгляд философский. Концепция
функционального, объективно реального времени Тотраза Петровича Лулаева, вне всякого сомнения, решает не только физические проблемы, но и социальные проблемы. Социальные проблемы, она позволит выстраивать социальные процессы таким образом, чтобы исключить глобальные недоразумения в этом. Экологические катастрофы, глобальные мировые войны и тому подобное. Более того, вот я как его благодарный ученик, которому действительно повезло, и благодаря Тотразу Петровичу я по-другому взглянул на физические проблемы, и, к счастью, я как-то сразу понял это. И в беседе, допустим, с научными работниками мне иногда кажется очень удивительным, почему люди не могут этого понять. Видимо, с одной стороны это просто, а с другой необъяснимо сложно. Изучая античных философов, я бы сказал, теологов, отцов церкви, я пришел к парадоксальному выводу, что еще в первых веках христианства отцы церкви говорили о времени то же самое, что сегодня говорит Тотраз Петрович. Но Тотраз Петрович пришел к этому вне теологического взгляда на это, но все свойства времени, которые не имеют своих, так сказать, собственных свойств, ну, свойства в таком смысле вот относительном, там тоже описаны. Поэтому, еще раз говорю, это настолько смелая концепция, что подступиться, чтобы подступиться к ней и принять ее, ну, видимо, нет еще такой величины физиков. Но своими достижениями они уже подходят к этому, чтобы принять. Поэтому пророк в Отечестве есть, но всему свое время. Лис Молин, американский физик, теоретик, который работает в Канаде, он там институт открыл, создал. Я с ним переписываю, он положительно отозвался о моей концепции. Но он говорит так: если физики признают реальность времени, то трудности, многие трудности связаны с понятием времени, эти трудности будут преодолены. Самые большие трудности физики современной, особенно теоретической физики, связаны с тем, что физики не оперируют понятием времени, объективного времени, они оперируют понятием субъективного времени. Согласно науке, время состоит из 3 видов – прошлое, настоящее и будущее. До защиты докторской диссертации ученым было издано 6 книг. Всего по проблеме пространства и время профессор Тотраз Лулаев опубликовал 12 книг. Им написано более 100 статей, в том числе в центральных научных изданиях и за рубежом. Тезисы его докладов опубликованы в материалах 20-го Всемирного философского конгресса, состоявшегося в 1998 году в городе Бостоне, Соединенные Штаты Америки, и в материалах 21-го Всемирного философского конгресса, состоявшегося в 2003 году в городе Стамбуле, Турция. В Кембриджском университете, когда определяют степень каждого ученого, вынесли решение, что среди философов мира Тотраз занимает одно из первых мест. 2000 по 2001 года объявили его именем Кембриджский университет. В энциклопедии, Всемирной энциклопедии записаны 3 человека осетин. Из них один Тотраз, Коста Хитагуров и один из Южной Осетии, он доктор наук философии из Московского университета. Ты галопом выскочил на вершину мировой науки. Раньше считалось, как аукнется в Оксфорде, так откликнется в мире, а теперь аукнулось в Осетии. Эти слова в устах ученого с мировым именем Григория Токати стали много лет назад
высшим знаком признания для Тотраза Лулаева. Так его знаменитый земляк оценил разработку им принципиально новой концепции времени, в которой Лулаев впервые в философии и науке обосновал существование объективно реального, по его терминологии, функционального времени. Григорий Токати внимательно следил из Туманного Альбиона за научной деятельностью Тотраза Лулаева. Они часто общались по телефону. Григорий Александрович не раз приглашал Лулаева в Англию, предлагал организовать там публикацию книг ученого. Когда у меня возникала необходимость с ним пообщаться, я в 7 часов вечера в любой день набирал номер, и я общался с Токати. Общались по 1,5-2 часа. Буду писать о тебе статью, и она выйдет. Потом говорит, давай не так. Приезжай, говорит, я оплачу, говорит, и твой приезд, и отъезд, ты не переживай. Он говорил так, надо твои книги перевести на английский и издать на английском, чтобы читали все. Я так и не смог к нему поехать, и очень жалею. На научную конференцию поехать для советского, российского ученого в Нью-Йорк или Париж становится целой проблемой. И понятно почему, потому что для этого нужно соответствующие финансовые возможности. А находясь в Париже, ехать никуда не надо. Пошел туда на форум, на какую-то конференцию и все. И вот здесь необходимо отметить, что Тотраз Петрович обладает редкостным восприятием современности, своей позиции. Для ученого очень важно, что ты что-то сделал, это должно быть проверено научным сообществом. То есть он получил международное признание. Мы живем в век информации, да? Он показал пример, как научное открытие надо доводить до конца. Многие отечественные философы и даже зарубежные специалисты откликнулись на его концепцию. И вот это меня очень воодушевляет. Он один из немногих, а может быть единственный осетинский философ, который разработал чрезвычайно сложную и именно философскую проблему, которая касается времени. Что такое время? Вот он достаточно обоснованно показал, что такое время в философском аспекте. Его и в Москву приглашали на Всемирный конгресс философов, в Америку приглашали, он им послал свои тезисы. Свое выступление он послал, сам не поехал. И оттуда ему написали, приезжайте, если хотите, мы можем вас оставить здесь и так далее. Он говорит, я, говорит, еще чего не хватало, в Америке буду жить. Вот так. Так что это все уже варьируется. Он человек мира. Тотраз Лулаев является заслуженным деятелем науки Республики Северная Осетия-Алания. Он являлся членом 3 специализированных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философских наук в Кабардино-Балкарском государственном университете и доктора исторических и экономических наук в Северо-Остинском государственном университете. В 2005 и 2012 годах Президиум Российского философского общества наградил Тотраза Лулаева почетной грамотой за большой личный вклад в развитие отечественной философии и активное участие в деятельности Всероссийского философского общества. Председатель Северо-Остинского отделения Всероссийского философского общества Тотраз Петрович являлся членом организационного или программного комитетов всех российских философских конгрессов, начиная с 3-го. На 4-м Российском философском конгрессе, состоявшемся в мае 2005 года в Москве, руководил коллоквиумом
Проблема времени, ее современная интерпретация. В последнее время у него появились очень достойные продолжатели, его ученики, аспиранты. Это Муравов Алан и Габараев Андрей из Южной Осетии. Мудрость позволяет человеку не смотреть на коллег свысока, а вот как бы на равных. А когда ты на равных, то, что ты говоришь, до них доходит больше. И вот этот метод убеждения, которым обладает Тотрас Петрович, это, конечно, очень большое достоинство. Самое главное, самое важное, если молодой человек хочет стать ученым, он должен увлечься своей проблемой. Если он не увлечется проблемой своей, то он не сделает карьеру в хорошем смысле. Он не вырастет. Если даже он сумеет защитить кандидатскую, если он сможет защитить докторскую, он, с моей точки зрения, истинным ученым не станет. Потому что науку нельзя из себя выдавливать. Науку надо сердцем, душой воспринимать, увлечься ею и жить наукой и в науке. Обладая солидным багажом знаний, Тотрас Петрович и сегодня продолжает заниматься наукой. На данном этапе он исследует одну из самых фундаментальных проблем науки под названием «Стрела времени». Тема сложная. Стрела времени идет от прошлого времени к будущему. И что она не может повернуть обратно. Новых творческих успехов, конечно, потому что философ, настоящий философ, а Тотрас действительно настоящий философ восходит в своем мышлении непрерывно всю свою жизнь. И поэтому Тотраса ожидают новые вершины. Человек, которому все мало, ему все время он занят, действительно мирозданием занят. И чтобы еще он долго прожил. Мне это хочется. Тихий, незаметный, доброжелательный. Он и живет, и работает как-то незаметно, не ярко. Но удивительное дело, находясь рядом с ним, даже в полной тишине вокруг, в ушах стоит грохот дробилки, которая молотит скальные массивы за упрямым лбом седого человека по имени Тотрас, по отчеству Петрович, по фамилии Лолаев, Герман Гудиев. Исторический опыт показывает, что непреложные вроде бы истины вынуждены были капитулировать перед пытливым умом ученых последующих поколений. Поэтому возникает вопрос, так ли уж прав был американский ученый Липпинкотт, который считал, что время есть нечто, что недоступно познанию. Ну что ж, как говорится, время покажет.